А историю этих собак я узнала буквально месяц назад. Так получилось, что я поехала в командировку по автодороге и остановились на Айгулдахе. К нам выбежали 3 собаки. Одна из них была с перебитой лапой, у нее она болталась на кости, на сухожилиях, но еще держалась, и 2 собаки были целы. Поскольку я не знала, что они там находятся, то мы отдали собакам, крохи, которые у нас были с собой. По возвращению обратно с командировки уже немножко запаслись со столовой едой, стали их кормить, и тут я увидела, что та собачка, у которой лапа была перебита, лапа уже отсохла, отвалилась, у нее осталось 3 целых лапы, а вторая собака, которая была целая, у нее как раз такая же история, лапа перебита. Когда по приезду в Айхал я стала расспрашивать водителей, кто едет на Мирный, пожалуйста, возьмите продукты. Мы с 5-й школы, со столовой берем продукты для приюта. И я часть этих продуктов передавала с водителями, чтобы кормить собачек. Так получилось, что через 2 недели я опять поехала в командировку через Мирный, остановились уже целенаправленно на Айгулдахе, покормили собак, и вот это плачевное состояние у них так и сохранилось: одна без лапы, потому что отсохла, вторая с перебитой лапой, и третья еще целая, но она очень запугана, зашугана, за счет этого, наверное, еще осталась целая, но они голодные, очень сильно хотят есть, и у них нету воды, они обезвожены. Посмотрите, последняя вода у них была, наверное, осенью, и всю зиму они едят снег. Мы когда нам привезли эту собачку, дали ей воды, она хлебала, хлебала и хлебала. То есть они всю зиму вместо воды пьют, только снег едят. Им хочется полноценно напиться и покушать. И вот таким образом я прошу людей не быть равнодушными к этим собачкам, брошенным на Айгулдахе. Как они там оказались, я не знаю. Вот буквально только месяц их увидела. Очень прошу людей, кто едет в Мирный, пожалуйста, если у вас нет возможности привезти этих брошенных 2 оставшихся собачек, пожалуйста, покормите их. Они едят все: хлеб, пряники, они хватают все с рук. Я видела, как останавливался Сибтранс, но никто не вышел, не покормил. Пожалуйста, водители, дальнобойщики или пассажиры Сибтранса, все останавливаются на Айгулдахе, чтобы покурить, подышать воздухом, размять ноги. Пожалуйста, покормите этих 2 брошенных там собак. Замечательно, что нашлись добрые люди, которые привезли одну из раненых собак. Ей сейчас требуется ветеринарное вмешательство, операция. Я знаю, что идет средств, спасибо добрым людям, но там также находятся 2 брошенные собачки. Пожалуйста, у кого будет возможность, привезите их. Они дикие, это да, их еще очень тяжело покормить, даже приблизить. Они не доверяют людям, они злы на людей. И вот только та собачка, которая решилась зайти в машину, сейчас накормлена, сыта, находится в вольере, но у нее в плачевном состоянии нога, она ее постоянно лижет, подает нам лапу: помогите, помогите. Завтра будет ветеринарный осмотр, и назначена будет операция или какой-то уход. Конечно, ветврач скажет дальнейшую судьбу лапы этой собаки. Еще раз спасибо тем, кто окликнулся, и идет сбор средств на операцию собаки. И повторюсь, и не единожды повторюсь, пожалуйста, будет возможность, покормите оставшихся 2 собак на Айгулдахе и по возможности привезите нам в приют. Я понимаю, что Айгулдах ближе к Мирному, но наши люди более откликаются и более добродушные, знают, что у нас настолько замечательный приют, где оказывается помощь бездомным животным.
Мы согласны принять этих 2 собачек. Будет возможность, привезите, пожалуйста. Все реквизиты и ссылки для перечисления средств будут в описании к ролику. Алёсик, ты хороший мой. Да ты мой хороший. Скажи, чего вы ко мне пристали? Ты мой хороший, ты мой хороший. Да, да, ай, молодец. Люди предатели, да. Но не все мой хороший. А вот так вот мы. Ну что ты, больно. Завтра тетя тебе поможет. Завтра тетя врач поможет. А я хорошая. Какие прогнозы? Ой, я думаю, что она выжила. Вот как у другой собаки, она же сама себе, вот так же нога болталась, она себе ее отгрызла. То есть у них какое-то внутреннее, не знаю, Самосохранение. да, срабатывает, и они себе отгрызают. А у этой еще она болючая, та уже все, ну как, там огрызочек маленький от лапки остался, заживает, она отгрызла себе. А это не может кость перегрызть. У той, видать, ну, не знаю, как они это делают себе, да? Еще хотелось бы обратиться, конечно, вот к охотникам, которые так недобросовестно относятся, кидают свои капканы. Может быть, они это видео посмотрят. И, не знаю, в дальнейшем такого не повторится, потому что они знают, они же знали, что там есть животные, есть собаки. То есть они могут попасться в эти капканы. Их же как-то надо проверять. Может, охотники их бросили, эти капканы, может, они там уже долго лежат. То есть, чтобы такого больше никогда не повторялось. И я надеюсь, такого больше не будет. Ну смотрите, как она прям прильнула ко мне, да? Ну все, хорошенькая. Болит лапка, болит. Моя ты девочка.